Когда я была маленькой, мне родители купили музыкальные инструменты. Там были балалайка, ксилофон, синтезатор. И потом я попробовала сыграть на синтезаторе, и мне понравилось. И я решила поступить на фортепиано. Решили попробовать поступать в музыкальную школу, зная, что она находится в нашем городе, так как заканчивал ее ранее супруг. Вот. Единственное, что он заканчивал по классу баяна, а ее мы отправили по классу фортепиано. Когда я пришла в музыкальную школу, мы познакомились с моим педагогом. Мне было очень волнительно. И тогда я в первый раз потрогала живое фортепиано и его клавиши. Асель пришла ко мне учиться в 2020 году. Я как раз сидела в приемной комиссии, когда они пришли с папой поступать к нам. И после всех моих, так сказать, испытаний, да, то, что я дала ребенку, и слуховые, и ритмические, но Асель, конечно, прошла, я бы сказала, на высшем уровне. И я так посмотрела на нее и подумала, что это моя девочка. Я ее сразу забрала к себе, записала к себе. Давай сейчас начнем. Не очень быстро, но и не очень медленно. Средний темп. Игра на фортепиано мне никак не мешает в школе, потому что я успеваю все и выучить по хору, и сделать домашнее задание по сольфеджио, и сделать домашнее задание по школе. Я стараюсь делать уроки самостоятельно, я не жду, когда мне напомнят папа об этом или мама. И когда уже мы начали переходить к каким-то мелким таким пьесам, я ей давала одни произведения, и на следующий урок она приходила как сделанные с этой домашней работы, плюс она еще к этим произведениям приносила свои какие-то произведения, то, что она сама разбирала, даже соединяли они двумя руками с папой. То есть вот она делала как-то выше того, что я просила. Я думаю, что это передалось от меня, так как в далеком 97 году я сам закончил данную музыкальную школу по классу баян. И подумал, может быть, таким же образом поступить, если дочь с удовольствием пойдет в эту музыкальную школу. В детстве мы купили ей много музыкальных инструментов детских, но взор, скажем так, любовь у нее пала на фортепиано. Отсюда мы решили вместе с ней поступить в музыкальную школу на класс фортепиано к преподавателю Имамовой Зухре Фаридовне, за что очень сильно рады и очень сильно ей благодарны за наши успехи. Вот, папа, представляешь, я буду 5-м номером. Молодец. Желаю тебе, чтобы после сегодняшней игры жюри оценило тебя на 5.
Асель, поздравляем тебя с потрясающим выступлением, таким красочным, ярким, абсолютно каким-то свободным. Ты нам так тут красиво рассказала аж две разные истории, так что просто я вот, особенно на втором произведении, поняла, что я вообще ни о чем не думаю. Вот мне так интересно, что у тебя там дальше будет. Когда ты вот эти аккорды выстраивала, слушала, я поняла, что я не дышу, мне вот интересно. Это очень редко вообще-то для столь юных участников, когда ты вот настолько точно знаешь, что тебе нужно сделать, и делаешь это, не боишься. Это очень здорово. Асель, мы все за тобой шли, мы превращались в тебя, мы с тобой дышали. Причем даже, знаешь, до того, как ты начала играть, ты мне уже сразу понравилась, потому что ты не села и не стала сразу играть, ты подумала, о чем ты будешь играть. Это всегда заметно. То есть ты хоть и маленькая, и худенькая, и пальчики у тебя еще совсем крохотные, но ты уже умеешь делать большие дела. Нам было очень интересно с тобой познакомиться и услышать твою игру. Спасибо. Молодец. Спасибо большое. Спасибо большое, молодец. Ну, в обычном конкурсе, когда я играю, там более неволнительно, ты играешь просто, а уже когда там уже ты понимаешь, что тебя по телевизору покажут, то уже чуть-чуть начинаешь волноваться. У меня больше башкирских произведений. Я играю «Прощание с летом» у композитора Рафаэля Касимова, башкирские напевы. Я раньше играла «Петушки» у Наримана Сабитова. Все эти композиторы мои любимые. Дети, которые ходят в музыкальную школу, они очень отличаются от тех детей, которые не посещают. У них все равно другое мышление, воспитание, поведение в общественных местах. Все равно это отличается. То есть наши дети, которые ходят в музыкальную школу, они культурные, они вежливые, они доброжелательные. Ну и мне кажется, музыкальная школа им в этом вообще помогает в жизни. И тогда, и сегодня главный принцип школы остается неизменным. Это вера в своих учеников, развитие их способностей, раскрытие таланта и воспитание гармонично развитых личностей, умеющих различать красивое вокруг себя, красивую музыку, распространять ее и нести другим. Игры на фортепиано нужны очень сильные руки, а для этого я с папой тренируюсь, качаю руки, отжимаюсь. И мне это очень здорово помогает. Мне папа помогает всегда делать уроки. Раньше, когда я была маленькая, мне помогал разбирать произведения. Моя мама художник, она любит рисовать и раскрашивать картины. Она любит, когда я играю, и слушает меня. Ну, у Асель, да, поддержка со стороны родителей очень, конечно, большая. Заинтересованность родителей, поддержка родителей – это для ребенка очень важно. То есть, если есть поддержка и какой-то толчок, да, от родителей, то и ребенку самому и интересно, и ему как-то все это легче дается. Мягко. Да-да-да. Мелодию веди. Да-да-да-да-да. Остановимся. Давай еще раз возьмем вот последняя строчка перед вот этим нашей медленной частью. Да? Там мы с тобой на форте приводим, да, ведь громко, все. Дальше ручки сняла, берешь дыхание и мягко начинаешь играть свою медленную часть. Хорошо? Давай. Дослушала, сняла и мягко. Самое сложное в игре
фортепиано для меня – это когда я разбираю произведения и только соединяю их двумя руками. Да, они устают. Им бывает порой скучно и трудно. Это особенно вот первые такие этапы, вот разборы произведения. Это когда мы отдельно каждой рукой играем, да. Это все такой скучный процесс. Им охота сразу взять и сыграть все двумя руками. Ну, я им объясняю, что это самый важный этап разбора, и разбора сразу, чтобы это все было правильно, грамотно. А дальше уже все равно, становясь постарше, все равно все это будет даваться легче. То есть это все терпение, все равно утешаем, немножко потерпим, вот уже начнем все это соединять, и уже будет намного все интереснее. Это уже мы будем работать над характером произведения, динамику делать. Вот там уже как бы загораются глазки. То есть, ну, потерпеть, куда деваться. Все через это проходят. Ярче. И не ускоряем тарам парам парам парам. Асель сама девочка, ну, очень талантливая и очень музыкальный ребенок. Мне кажется, музыка живет в ней, она ее чувствует. То есть вот как бы с ней нету такой сложности вот объяснить, какой характер должен быть, да, там еще что-то. Вот это уже в ней живет. То есть ей много объяснять не надо, она понимает сразу. Я очень часто участвую в городских конкурсах, республиканских конкурсах. Я участвовала в конкурсах Светланы Хамидуллиной. Мне очень нравится участвовать в конкурсах. После них остается очень хорошее, очень замечательное впечатление. Когда я пришла в первый раз на конкурс «Елькян», мне было очень волнительно, потому что меня покажут по телевизору, а это было у меня в первый раз. Мне понравилась больше всего там атмосфера и все пожелания, которые говорили жюри. До нас также участвовали наши учащиеся, это Айнур Сиддиков, Далер Курбаншоев. Когда мы хотели также участвовать, нам еще не позволил возраст, нам было всего лишь 7 лет. И как только нам исполнилось 8 лет, пришло положение. Я так читала и думала, а почему бы и нет, почему бы нам не попробовать поучаствовать. Как бы для ребенка, мне кажется, это большой стимул даже в том, чтобы просто сыграть с национальным симфоническим оркестром. Отлично. Давай.
До встречи. До встречи. Молодец, молодец. Так, теперь у нас, значит, фортепиано. Впереди на Каримова есть? Вот я познакомилась с дирижером. До этого я ходила к нему на концерты и смотрела их. А потом мы начали с ним играть, и он мне говорил, где что надо исправить. Вот я их прошу всех в следующий раз. Не только сегодня у нас было задание представить себя ярко, чтобы они имя, фамилию сказали композитора. В следующий раз я буду слушать, как они читают какое-нибудь стихотворение и называют 12 башкирских композиторов. Это очень важно, потому что если они музыканты, они должны уметь себя нести, подавать себя так, чтобы на них было приятно смотреть, чтобы у них не было заминок, таких повадок, мнущихся каких-то рук, когда они выходят. Вот некоторые так вот боятся. Вот над этим приходится немножко работать. И, конечно, музыкальный кругозор тоже очень важно. На финал конкурса «Елькан» нам надо было подобрать произведение. И мы решили посмотреть репертуар Ильнура Гайнуллина. На момент подбора произведения репертуара мы, конечно, не были знакомы с Ильнуром Гайнуллиным. Мы познакомились с ним на самом финальном этапе, когда как раз шла репетиция. Мы с Асель подошли к нему, мы познакомились с ним, мы сказали, что вот мы... Вот Асель Максютова, играем ваше произведение. Поблагодарили его за его эти произведения. Очень красивые, очень душевные. И я считаю, что вот размышления – это как раз-таки произведение Асель. Она очень в него вниклась. Вообще Асель у нас любит играть кантилену. Это ее такая стихия. Браво. И разворачиваешься и уходишь. Все, молодец. Молодец, браво. Перед выступлением я очень волновалась, потому что в первый раз играла с оркестром перед публикой, тем более в прямом эфире. Настрой Асель был это в первую очередь слушать оркестр и слушать дирижера Дмитрия Крюкова. Вот он это самое такое, да, вот на кого надо смотреть, ориентироваться. Ну и, конечно же, слушать оркестр. Вообще, мне кажется, тут настраивать такого прям настроя не было. Мне кажется, просто вот Асель сама уже вдохновилась тем, что она будет играть с этим оркестром. И просто когда уже она выходила на сцену, да, я повторюсь, что вот выходя на сцену, она настраивается лучше, да, чем стоя за кулисами и волнуется. Вот она умеет, сев за рояль, уметь настроиться и выложить вот все то, к чему мы стремились и что мы делали. Ильнур Гайнуллин «Размышления». Исполняет Асель Максютова, детская музыкальная школа, город Нефтекамск, класс преподавателя Зухры Имамовой.
Асель Максютова. Впечатление Асель от гала-концерта, мне кажется, она была в восторге. Мне кажется, это не передать словами. Даже я, будучи просто преподавателем, я сидела в зрительном зале, я слушала. Не знаю, это такая гордость, что мы с мамой сидели, что вот я начала плакать от счастья, от гордости. Даже вот сейчас. Ну, я не знаю, мне кажется, это наша совместная такая работа. Асель Максютова, детская музыкальная школа, город Нефтекамск. Аплодисменты лауреатам. Когда я играла, меня по прямому эфиру смотрели весь мой класс и моя учительница. Они после этого сказали, что я молодец, и пожелали мне дальнейших успехов.